Смотрите, люди, это с вами канал 24-часовая версия политических новостей, 4-часовой формат новостного блока. Начинаем. Вот видите, это ингуши, скопившись в защиту своих интересов, своей родины, региона, интересуются, они хотят. Такого у нас не было. СМИ не показывают. Я буду стараться выпускать ролики. Кстати, ребята вот эти вот росгвардейцы, ОМОНовцы, те, кто служит в Москве, в Питере, это вам, ребятки, во-первых, не своих бить, которые вы привыкли, да, не особо защищенные народы, а ингушев и чеченцев. Вы знаете, за что это может последовать. А во-вторых, вот эта вот кучка ребят в касках и в масках, да, слева вот рядом с народом, с полицией, это ребята, которые потеряли работу, их расформировали, они вынуждены теперь искать новую профессиональную деятельность. Они вынуждены теперь искать новую профессиональную деятельность. Они вынуждены стали на основании своих возможностей, встали на защиту народа. И то, что говорит, что все менты продажные, это бред, да. Есть нормальные. Вот это вот пример всем сотрудникам, служащим поганым, непоганым, служащим в Ингушетии, показывающий пример, явный пример, как нужно действовать в таких относительных формах. Вот мы слышим сирены, похоже, еще подъехали. Бойцов это не расходится, потому молодые ребята как только почуют запах битвы, молодые ребята. Это непростые ребята, они могут я ничего не призываю. Ваше руководство, полковники, подполковники, генералы вам ни хера не поможет. Тут поверьте, вам никто уже ничего не придает защиту. Поэтому сразу говорю, не идите на поводу у власти, у своего командования. Это неправомерный разгон митинга. Считаю, что такую статью нужно закрепить в конституционном порядке и федеральном законе. Незаконный разгон митинга, не на обоснованных основаниях. Вот так вот. И прежде чем разгонять митинг, нужно не только предупреждать, но и на основании закона какие-то утверждения давать, что у вас есть постановление. Тогда беспроблемно есть вероятность того, что это стоит митинг. Вперед, ребята, держитесь там. Москва с вами.